Сеня. Автор Антон Иванов. Случилась эта история с моим другом, которого зовут Сеня. В августе прошлого года он со своими знакомыми решил съездить на природу. Взяли с собой пиво, мангал, плавки. Место, куда они направлялись, находилось рядом с селом Тулагино. Там за рекой располагается небольшая деревня. Чуть дальше за деревней стоят заброшенные дома и хлевы, а за ними поля. И вот у этих самых полей среди местных жителей ходит дурная слава. Навеселе, в хорошем настроении, друзья приехали на одно из полей. Расположились, громко включили музыку в машине, смеялись, занялись костром и шашлыками. Ближе к ночи, когда лишь тусклый свет луны освещал широкое поле, Сеня решил отойти, облегчиться. В поле под холмом стояла якутская коновесь, и Сеня решил ее пометить, что, между прочим, считается тяжким оскорблением местных духов по якутскому верованию. Стоял, делал свое дело, наслаждался тишиной. Вдруг его охватило странное чувство беспокойства, как будто на него кто-то смотрит. Через минуту он услышал вдалеке звук бубна. В Якутии бубнами пользовались древние шаманы во время своих камланий. Звук сначала был тихим, но со временем приближался к Сене. Моему другу было тревожно, но в то же время его разбирало любопытство. Он стоял и слушал. Звук бубна становился ближе. Казалось, будто в него бьют прямо за холмом, в 50 шагах от Сени. Сеня с удивлением пытался рассмотреть в темноте источник этого звука. И вдруг на него напал животный страх. Ему показалось, что прямо за ним кто-то стоит и дышит в затылок. Тогда он со всех ног побежал к машине. Вернувшись к друзьям, он рассказал им о том, что слышал. Все прислушались. Действительно, тяжкие звуки бубна разливались по окрестностям, словно доносились со всех сторон сразу. Перепуганные друзья сели в машину и уехали обратно. Больше Сеня не возвращался в те поля.